С началом специальной военной операции тысячи волонтеров по всей стране протянули руку помощи бойцам СВО и стали надежным тылом российской армии. В нашей передаче мы расскажем о спецпроекте «Мамочки», инициированной полпредством Республики Бурятия в Москве. Мы сейчас будем раскладывать бузы. Бузы мы готовим с вечера, их замораживаем, чтобы утром у нас время было чуть побольше. Потому что к 10 часам мы обычно выезжаем. Символизирует юрту, в которой, значит, всегда... Круглая. Да, круглая. По преданию в бузе должно быть 33 защипа. Именно столько складок было на одежде монахов китайских, которые, откуда, собственно говоря, это блюдо и пришло в Бурятию. Для наших ребят это такой привет из дома, когда мы им привозим. Это не значит, что они там голодают в госпиталях, это просто, такой привет из дома, да, и они... Внимание. Да, очень ждут, любят, угощают своих сослуживцев, которые вместе с ними, и все остаются в восторге от наших буз. Мы приехали из Баунтовского и Винкийского района. Фарш приготовлен из говядины и свинины, и мы привезли его из дома. Главный секрет каждой бузы – это любовь. То есть, когда ты лепишь просто на автомате, у тебя никогда не получится вкусно, так, как надо. А когда ты каждую бузу своими руками сначала ты раскатал, тесто замесил, его с любовью промял, потом раскатал и слепил, и вложил туда вот эту свою душу, любовь, вот тогда буза получится именно такая, какая есть. Это и есть главный секрет – любовь. То есть ты делаешь не для какого-то абстрактного человека, а ты делаешь для своих вот сыновей, братьев, мужей, и тогда получается так, как надо. Ребята это очень ценят. Не менее известное бурятское блюдо бовы. Есть множество рецептов. Каждый, конечно, район готовит по своему рецепту. Здесь в данных бовов идет пачка маргарина, молоко, 5 яиц, мука, сахар. Жарится, можно сказать, что во фритюре. Ребята наши тоже очень любят, потому что напоминает родной дом. Кусочек тепла, домашнего очага. Проект «Мамочки» по уходу за бойцами в военных госпиталях в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону организован силами полпредства Бурятии с 2022 года при личной поддержке главы республики Алексея Цыденова. Помощниками военнослужащих стали представители 23 муниципалитетов. Волонтеров командируют в военные госпитали на 2 недели. Команды районов, сменяя друг друга, несут вахту помощи бойцам. Сердце проекта «Мамочки» находится на проспекте Мира в Москве. Лайфхак от Бурятии. Чтобы довести горячие бузы для наших ребят, мы в контейнеры улаживаем вот такую пленку для сохранения тепла буз, потому что госпиталя находятся очень далеко друг от друга. И чтобы ребята могли покушать горячие бузы, данная золотинка сохраняет тепло блюда. Когда наши мамочки стали приезжать, мы поняли, основная нехватка – это отсутствие морозильных площадей. Большой ларь тоже подарили нам районы. И, в общем, все, что необходимо для кухни, наши мамочки приобретают и передают это следующей группе. И вот таким образом у нас эта кухня наполнилась. Наши коллеги из Министерства спорта и молодежной политики, из Министерства экономики приобрели нам новые печи, потому что это тоже большой ресурс, расходный материал. Вот. Две плиты. Мы очень благодарны коллегам, которые помогли нам. Селенгинский район нам приобретал новую стиральную машинку, потому что бойцы приезжают здесь в отпуск, останавливаются. Тоже нужно и постирать успеть, и большие заезды бывают. Очень много бывает ребят. Девчонки приезжают, вот группа тоже там оставляет нам надписи, порядок наводят, посуду приобретают, сумки, переноски. Это все благодаря только нашим мамочкам, только жителям республики, главам районов. Я еще раз повторюсь, что без этого бы наш проект не состоялся. График заездов групп поддержки бойцов на 2026 год был расписан уже в конце прошлого года. Волонтерам оплачивают проезд до госпиталя и обратно, предоставляют бесплатное проживание. Попасть на вахту помощи бойцам считается самой почетной миссией. Летом 2022 года мы поняли, что нам одним не справиться.
И тогда пришла идея, идею, наверное, даже подсказал нам глава Республики Бурятия Алексей Сабович Цыденов. Он говорит, а давайте позовем к вам в помощь таких же госслужащих из Республики Бурятия. И тогда мы позвали с нам знакомых девушек, это была первая группа, это Министерство экономики и Министерство промышленности Республики Бурятия. Приехали девушки в помощь. Было сложно, было непросто. Мы поняли, что, наверное, следующая группа должна быть психологи. Вторая группа это были психологи. Психологи из Министерства образования. Девочкам тоже было непросто. И тогда у нас возник вопрос, а кто должен приезжать, поддерживать ребят? На тот момент контингент военнослужащих были ребята в основном уроженцы районов Республики Бурятия. Не так много было городских ребят. И мы поняли, что нам нужны в помощь женщины из районов Республики Бурятия. Настоящие, закаленные, с большим добрым сердцем. Настоящие такие, знаете, мамочки. Наши деревенские женщины, которые очень выносливые, могут и обнять, и наругать, приголубить, которые готовы 24/7 вот работать и помогать нам в госпиталях. И тогда наше ветеринарное братство Республики Бурятия первыми откликнулись с помощью, привезли нам большое количество фарша для приготовления буз, мяса для приготовления бурятского бухлера. И тогда приехали к нам девушки из ветеринарной службы. А потом уже пошли районы Республики Бурятия, и вот цепочка добра потянулась, и вот этот проект продолжился и в 23-м году, 24-й год, 25-й год, и в 26-м году. Вот сейчас у нас юбилейная группа мамочек, 100-я группа мамочек завершает свою работу вахту помощи в московских госпиталях. Благодарственное письмо Бакуменко Ольге Владиславовне за оказание помощи и поддержки военнослужащим Республики Бурятия, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях и больницах города Москвы и Московской области. Глава полпредства Республики Бурятия при президенте Российской Федерации Зураев Игорь Иванович. Спасибо. Так, ну и сладкий подарок, напоминание о Москве. И чайная пара. Пейте чай, вспоминайте нас. Огромное спасибо вообще. Спасибо вам. Спасибо. Благодарственное письмо Купиной Инне Рудольфовне за оказание помощи и поддержки военнослужащим в Республике Бурятия, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях и больницах города Москвы и Московской области. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Инна. Тоже презент на память от нас. Благодарственное письмо Ханоевой Алене Владимировне за оказание помощи и поддержки военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях города Москвы и Московской области. Спасибо, Ален. Ты у нас, мне кажется, рекордсмен, да? По количеству заездов, да? Ну, вот первый раз, когда мы приехали, конечно, мы не знали, что мы увидим. Но это было для нас тоже новое. Все ранения были новые, потому что я по первому образованию медик. И, ну, как бы характер ранений, он, конечно, совсем другой. Когда первый раз увидели и без рук, и без ног, и были там сильнейшие травмы головы, конечно, это было тяжело. Когда я приехала домой, 2 недели-то мы продержались, ну, как бы тут и на адреналине, и просто расслабляться было нельзя. А домой-то приехали, конечно, расслабила. Я 2 суток, по-моему, проревела, а потом нормально стало. Ну, надо все это высказать кому-то. Мне это помогает. Когда выскажешь, проплачешься, и потом все нормально. А есть люди, которые вас поддерживают? Да, сами же ребята. Абсолютно бесспорно он нужен обеим сторонам. И стороне фронта, и стороне тыла. Потому что нам это дает возможность оказать посильную помощь ребятам. А для ребят это очень важно, что дом рядом с ними. Здесь важно все. Здесь важно общение, здесь важна поддержка, обмен информацией. Мы получаем больше сведений о том, в чем они нуждаются и что для них нужно. И даже когда они приедут домой, нам поможет это адаптировать их к современным условиям. А они получают теплоту дома, они получают уверенность в том, что их любят, ждут. Поэтому я надеюсь, что этот проект продолжится до конца СВО. И потом мы вместе отметим победу. Я родилась в республике Саха-Якутия, Миконский район, поселок Усть-Ныра. В паспорте у меня записано поселок Альчан. Родители мои, папа иркутский бурят,
Саларского района, мама с Баунтовского района. Они поженились, и папу отправили по направлению в Республику Саха-Якутия. Он работал там, мама устроилась, ну и я там родилась. Очень приятно встречать ребят в госпиталях с Якутии. Ну, как бы у меня тоже частичка якутская. Я сразу ребятам говорю, а я тоже, говорю, я родилась. У меня в паспорте стоит Республика Саха-Якутия. У нас есть подопечный с Республики Саха-Якутия. Зовут его Анисим. Мы познакомились в 23-м году. Здесь буквально он летел в отпуск, а мы приезжали по проекту с Аленой. И вот с тех пор переписываемся, поддерживаем его, встречаемся. Движение есть, да? Все равно есть, да. Все равно корни тянут. Земляки поддерживают боевой дух парней, готовят для них национальные блюда, закупают по заявкам необходимые для них лекарства и вещи. С собой мамочки привозят частичку Бурятии – бузы, бовы и святую воду из Дацана. И волгинские мамочки привезли аршан. Это, значит, святая вода из Дацана, которую мы бойцам тоже увозим. Они умываются, пьют. Считается, что она очень хорошо помогает восстановить, не только физическое здоровье, а вот именно их душевный настрой, прикоснуться к родине. Живу я сейчас в гостинице от правительства Бурятии, от моей республики. Мне здесь очень нравится, очень удобно. Они очень гостеприимные. Это огромная поддержка для нас, для таких матерей, вот как мы. Позвонили мне от правительства Бурятии, позвонили, сказали приехать срочно, что сын у меня лежит в Бруденко в тяжелом состоянии в реанимации. Я прилетела сюда 10 апреля. Находилась здесь примерно 1,5 месяца, жила здесь, ухаживала за сыном. И вот съездила домой недавно на неделю, отдохнула дома. У меня там дома тоже дети, 2 детей, 2 дочки. Дела свои были. И вот прилетела буквально 2 дня назад сюда. Каждое утро езжу к сыну, ухаживаю за ним до вечера, приезжаю сюда в гостиницу. Самое главное, здесь есть где жить, и это огромная поддержка для меня. Съемочную группу телеканала «Якутия-24» пригласили посетить юрту в здании полпредства Бурятии. Вдали от родины юрта с национальной утварью, алтарем и коновязью Сергея стала местом силы для бойцов и волонтеров. Отсюда провожают выписавшихся из госпиталя ребят домой. По традиции глава республики встречается за чашкой чая с ухаживающими родственниками и находящимися на боевом посту волонтерами. Не сразу проект этот назывался как проект, не сразу было понимание, что это мамочки. Сначала мы просто пошли и стали помогать ребятам, а потом уже, когда начали подбирать женщин, мы примерно поняли, какие нам помощницы нужны. И потом появилось вот это вот слово «мамочки». Мама, что-то такое родное, близкое, с родины, тепло, объятие, любовь, искреннее, большое, доброе сердце. Наверное, это только олицетворение наших мам. Поэтому, наверное, проект так и назывался «Мамочки». В это время мы приобрели столько друзей, столько новых единомышленников, как никогда, казалось бы. И вот эта дружба и взаимоподдержка, она очень ценна, очень важна. Мы дружим с разными регионами России, то есть это не только же наши земляки из Бурятии, в том числе и с Якутией у нас очень тесные, хорошие связи установились. И когда ребят мы встречаем в госпиталях, говорим, откуда ты будешь родом, они говорят, я из Якутии. Мы говорим, мы расскажем про тебя нашим коллегам из Якутии, тебя тоже будут навещать. По возможности мы ребят тоже в свои списки вносим, стараемся тоже навестить. У нас были такие ребята из Якутии. Мы же еще навещаем тех, кто служит в Бурятии, может быть, родом из других регионов. Они тоже называют себя, да, мы буряты, мы из Бурятии. И очень тоже было много ребят из Якутии, потому что был в составе мобилизованных ребят были прикомандированы к 11-й бригаде нашей. Вот и этих ребят тоже мы навещали. Ой, Юлия Григорьевна у нас вообще молодчинка. Очень пробивной человек. Если бы не она, мы бы ни в один госпиталь, скорее всего, бы и не вошли. Потому что все равно они делают пропуска, они делают нам допуски какие-то. Допустим, у нас есть госпиталь Росгвардии. Туда просто невозможно попасть. Если в 22-м году мы попадали, но там были единичные наши ребята. 1, 2, 3 были. Это очень нужный проект, он необходимый проект. Большое спасибо, конечно, главе Республики Бурятия Алексею Самвоевичу Цыденову, что он именно
как говорится, воплотил это в жизнь. Полпредству огромное спасибо Юлии Григорьевне, девочкам, всем районам, всем главам огромное спасибо, что помогают именно бойцам раненым и бойцам, которые едут с передовой в отпуск и с отпуска. На передовой они здесь останавливаются, отдыхают и едут дальше. Юлия Григорьевна наша самая главная мамочка. Она нас всех объединяет, все районы, всю республику, можно сказать. Оказывает нам очень большую поддержку советами, как мы должны вести в той или иной ситуации, потому что у ребят ранения разные бывают. Кто-то ломается, кто-то может и, конечно, и пережить, потому что, видя рядом себе подобных, они легче переносят ту боль. Но есть, конечно, парни, которые ломаются. И Юлия Григорьевна нас всегда учит, как правильно разговаривать с ребятами, начинать разговаривать о нейтральных темах, не упоминая слова ни о ранении, не расспрашивая ничего. Больше мы стараемся рассказать про себя, откуда мы приехали, какие у нас достопримечательности. Приглашаем всех в гости, парней неженатых обещаем женить, приготовить им невесту трапа самолета. Стараемся их развеселить, рассказываем анекдоты. А потом уже в процессе разговора кто, конечно, открывается душой, а кто старается умолчать, забыть эту тему. Да, Юлия Григорьевна нам всегда подсказывает, как правильно разговаривать с такими ребятами. Она очень большой молодец, мы ей, конечно, очень все благодарны. Благодаря полпредству Бурятии наравне с сестрами милосердия Международного Красного Креста волонтеры проекта «Мамочки» первыми из российских регионов получили годовой пропуск в военные госпитали Министерства обороны России. В 2022 году, конечно, мы впервые с этим столкнулись. То есть мы не знали, что такое военные госпитали, где они вообще находятся, какие бывают военные госпитали. Оказалось, их такое огромное количество в Москве, различных госпиталей. И когда на представительство обрушился шквал звонков от родственников: помогите найти, навестить, мы попытались установить именно официальные контакты с госпиталями в первую очередь, поскольку мы работаем на государственной службе, и административная работа нам понятна. И мы, конечно, пошли по официальным каналам. Через Министерство обороны установили контакты с госпиталями, выстроили отношения официально, получали пропуска. И до сих пор мы получаем в ежедневном режиме, то есть каждый день, исходя из маршрута, мы получаем пропуск и согласие начальника госпиталя. В Главном военно-медицинском управлении знают о нашей работе, о нашей деятельности. Каждый госпиталь знает, кто приходит, зачем приходит. Соответственно, мы не скрываем эту деятельность. Мы говорим: да, мы приехали, и мы отвечаем за то, что мы делаем на территории госпиталя. С каждым госпиталем дружим отдельно. Мы очень благодарны за отзывчивость, потому что не со всеми удалось сразу установить контакт, но в целом поддержка со стороны руководства госпиталя очень ценна, потому что приходится решать не только вопросы проезда на территорию госпиталя, возникают же вопросы в процессе лечения. Рано выписывают, переводят, необходимо протез поменять, не подошел. Конечно, обращаешься к начальнику, говоришь: обратите внимание, может быть, что-то можно сделать другое. И к счастью, к нашему счастью, конечно, они откликаются. То есть это взаимоотношения и взаимодействие с госпиталем непосредственно находятся на наших плечах, не на мамочках. И переводы в другие госпитали, вызов из республики, когда ребята уже уехали домой, если требуется помощь, обратно вернуться в Москву или в Питер, тоже помогаем, содействуем, сопровождаем. Мы тесно сотрудничаем с полпредством Республики Бурятия. У них работа организована на высоком уровне. Когда у нас возникают вопросы, мы с ними в рабочем порядке встречаемся и с ними консультируемся. И когда у нас не бывает транспорта, они нам помогают, ездят по госпиталям, мы передаем приготовленные саховолонтерами пакеты через них нашим ребятам. С департаментом здравоохранения города Москвы тоже сотрудничают, поэтому они для нас огромный большой пример, и мы с ними плотно сотрудничаем, и они нам всегда помогают. Полпредство Бурятии в Москве находится на станции метро «Красные ворота», что переводится на бурятский язык как «Улан-Удэ». Об этом символическом факте нам рассказал полпред Игорь Зураев.
С ним мы прошлись по галерее героев России. Среди награжденных золотой звездой кадровые военные частей Бурятского гарнизона Восточного округа и мобилизованные участники специальной военной операции. Вот волонтеры, с которыми вы виделись утром, да, они же ходят в отличительных футболках, на них написано Да, Бурятия. Бурятия написано. Да. И, естественно, мы сами эти футболки И буряты дарим не ребятам. отступают. Да, совершенно верно. И они друг друга, естественно, сразу видят. Вот Калашников Иван, он мобилизованный, он вот, был в сентября 22 года на СВО. Вот. Обычный гражданский был тракторист, ну, механизатор сам парень. Вот он сейчас тоже геройский подвиг совершил со своими ребятами, где они вчетвером буквально оборонялись от большого количества превосходящих сил противника, и потом еще и отстояли позиции, еще и в контратаку пошли. И вот, да, вот они на встрече были с президентом, где президент поблагодарил их, тогда, когда камеры ушли, президент об этом говорил журналистам, что вот сидят трое ребят, а четвертый парень, бурят по национальности, был ранен, он на ВКС был. И когда он им сказал, говорит, вот, ребята, молодцы, что, говорит, вы не побежали. Они говорят, в смысле не побежали? Куда? Он говорит, не отступили. Мы, говорит, буряты не бегут. Это оттуда эта фраза. Оттуда эта фраза, да? Да. Я говорю, молодцы, не побежали. И один из них мне говорит, куда не побежали? Причем искренне так удивился. Я говорю, как? Не побежали, не отступили. Противник не побежал. И вдруг у меня на полном серьезе, без всякой иронии, вот я хочу это подчеркнуть, без всякой иронии, говорит, буряты не бегут. Я думаю, скоро будут еще герои, надо будет уплотнять галерею. В Ростове наши волонтеры, я знаю, точно сотрудничают с вашими волонтерами. И у вас же в Ростове там тоже есть волонтеры ваши якуты? Да. Я знаю, что вот они с ними вместе там задачи решают. В 2023 году я познакомилась с Зураевым Игорем Ивановичем, который приехал из Бурятии и знакомился с нашей деятельностью, работы в госпитале. И мы, конечно, очень подробно, очень душевно, как говорится, говорили, общие проблемы озвучивались, и также вот как мы делаем госпитальные наборы, вот первые госпитальные наборы, да, как вообще вот сотрудничаем с госпиталем и как работаем. И, конечно, Игорь Иванович вот проникся идеей, и они тоже создали свое волонтерское движение, отправили специалиста, и в первое время мы уже вместе начинали вот работать, да. И сейчас вот Республика Бурятия очень хорошо поддерживает своих военнослужащих. Мамочки, многие берут их над ними шефство, над ребятами, и в дальнейшем по жизни они общаются. Вот. И это для социальной реабилитации, я считаю, что очень важно. То есть мы их подхватываем уже на этапе вот, их излечения в госпитале. Вот. Я считаю, что это вот такой важный очень проект, очень нужный. У нас практически все замы глав районов наших муниципальных, да, округов, они в этом проекте сами лично поучаствовали, проехали. То есть им затем по роду деятельности придется, и нужно будет обязательно, более профессионально, что ли, будут выполнять свои обязанности уже по работе, по реабилитации этих ребят, тех, кто вернется с СВО. Глава, конечно, включается во все вопросы. Когда он здесь, то и волонтеры здесь, обязательно встреча, какая-то сфотографирование, тем более мы вручение каких-то грамот, наград. У нас учрежденный ряд таких наград, когда там благодарная Бурятия. Да, вот мы в этом плане не скупимся на волонтеров. Я имею в виду, Алексей Самбуевич лично старается награждать
Алексей Самбуевич лично всегда вовлечен во все мероприятия, которые связаны с поддержкой военнослужащих. Начиная от гуманитарной помощи, заканчивая помощью поддержки семей, детей, самих бойцов. В очень непростом графике в Москве Алексей Самбуевич находит время и навестить ребят. Конечно, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее он находит время. Если не находит, то всегда задает вопрос, сколько на сегодняшний день находится ребят в госпиталях, какая помощь требуется. Если мамочки находятся в Москве, мы всегда к нему заходим, поздороваться, сфотографироваться на память. Он всегда спрашивает, что запомнилось, какая помощь нужна, что вы отметили в этот приезд. Ну, то есть он всегда интересуется, всегда эти вопросы держит на контроле. В Питере во время экономического форума мы ежегодно навещаем ребят, которые находятся на лечении в питерских госпиталях. Ежегодно общаемся, задаем вопросы. У ребят всегда есть вопросы. Но самое большое желание у них сфотографироваться с Алексеем Самбуевичем. Это прям любимое у нас. Вручаем подарки ребятам на память с родины. И Алексей Самбуевич, он, собственно говоря, и подсказал вот эту идею, что нужно из республики направлять женщин. Он всегда нам помогает, это прям очень ценно, и мы ему всегда благодарны. Мы знаем только вперед, мы не боимся врагов, так завещал мой род. Туяра Константинова, Айтел Байтуно, Москва. Мой тенгери, ведь мы буряты, бороться в